Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде открылись Дни культуры Татарстана. Глава Халк-Маслихаты Туркменистана отправился с визитом в Китай. Поступили в продажу билеты на матч Мерв Алтын-Асыр и другие новости. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялось открытие Дней культуры Татарстана. Первым мероприятием творческого форума стала выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, а также эксклюзивных авторских работ ведущих мастеров Татарстана. Затем на сцене дворца Мукамов состоялся концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Туркменский зритель увидел выступление государственного ансамбля фольклорной музыки. Настоящим подарком для зрителей стал исполненный артистами древний туркменский танец кюштепки. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь». Гурбангулы Бердымухамедов вместе с супругой Огулгерек Бердымухамедовой приняли участие в церемонии официальной встречи участников форума. Церемония и совместное фотографирование прошли в Доме народных собраний в Пекине. В честь высоких гостей и членов их семей состоялся официальный ужин от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, в ходе которого выступили деятели культуры и искусства КНР. В Ашхабад прибыла большая делегация представителей итальянских компаний. Визит организован итальянским диппредставительством в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Туркменистана в целях поддержки развития партнерства между предпринимателями двух стран. Делегация Корейского транспортного института посетила Ашхабад в рамках турне по странам Центральной Азии и провела встречи с представителями ряда правительственных ведомств, отвечающих за транспортную отрасль. Обсуждались пути укрепления взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея в сфере транспорта, в том числе железнодорожного и автомобильного. Одна из встреч прошла в офисе агентства «Туркмендемир Йоллары». Корейская сторона проинформировала о своих планах по возможному участию в реализации различных транспортных проектов в Туркменистане. Стартовала продажа билетов на матч третьего тура группового этапа Кубка АФК 2023-24 Мерв Алтын-Асыр. Игра пройдет в четверг, 26 октября на стадионе Ашхабад. В экспозиционном зале Государственной академии художеств Туркменистана состоялось торжественное открытие конкурсной выставки, посвященной национальному празднику Дню туркменского Алабая. Свыше 250 работ, изображающих доблестного Алабая, сделаны в различных жанрах – живопись, графика, скульптура, гобелен, дизайнерские инсталляции. Итоги конкурса жюри подведет накануне самого праздника, который в этом году отмечается 29 октября. Самые лучшие работы войдут в общий каталог, который Академия выпустит к началу декабря. Компания Xiaomi официально представила новую операционную систему HyperOS, которая станет наследницей популярной оболочки MIUI. Полная презентация HyperOS состоится 27 октября вместе с новой линейкой флагманских смартфонов Xiaomi 14. По словам представителей компании, прошивка HyperOS будет постепенно распространяться на все устройства Xiaomi, заменяя MIUI. Новая игра про Человека-паука Marvel Spider-Man 2, до официального выхода которой осталось 3 дня, уже успела завоевать признание критиков и титул одной из лучших в истории. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала 92 балла из 100 возможных по итогам 58 рецензий, а на аналогичном сервисе OpenCritic 91 балл из 100. По мнению критиков, новая игра про Человека-паука обладает лучшей графикой, большим масштабом и динамикой. Главных персонажей в игре два – Питер Паркер и Майлз Моралес, оба с уникальными способностями, влияющими на геймплей. Количество заданий и динамичные сражения обеспечивают захватывающий процесс игры. Матчем с командой Киргизстана сборная Туркменистана по теннису стартует сегодня в Кубке Дэвиса. В этих соревнованиях туркменские теннисисты выступают в 4-й группе зоны Азии и Океании, матчи в которой пройдут в Анталии. Борьба за единственную путевку в 3-ю группу ведут 8 команд, разбитые на 2 подгруппы. В состав сборной Туркменистана вошли Мейлис Оразмухамедов, Юрий Рагузский, Атлымурат Курбанов, Хаджи Чарыев, Курбанбердыев. Капитаном и главным тренером мужской сборной является Мирали Гасанов. В одном из выпусков программы «Легенды Центральной Азии» на телеканале «Мир-24» рассказали об Алтымураде Ораздурдыеве, туркменском тяжелоатлете, 3-кратном чемпионе мира, рекордсмене Олимпийских игр, 3-кратном чемпионе Европы, чемпионе Азии и заслуженном мастере спорта СССР.
Фильм повествует о жизни и карьере спортсмена, который достиг больших успехов на международной арене и принес славу своей родине. В Азии завершился первый раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу, по итогам которого сборная Туркменистана узнала третьего соперника в группе Е. Им стала команда Гонконга, победившая в двухматчевом противостоянии Бутан. Во втором этапе отбора, который стартует 16 ноября, помимо Гонконга, команда Мергена Уразова сыграет против Ирана и Узбекистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.